С разницей в 2% президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обойдя оппозицию, выиграл конституционный референдум. Через 2 года вступят в силу 18 поправок к Конституции. А Турция изменится с парламентской на президентскую республику. После объявления результатов референдума по стране прокатилась череда массовых протестов. После объявления результатов по всей Турции прошли многотысячные митинги. Часть людей праздновали, остальные протестовали. В первой речи после объявления результатов Эрдоган обещает вернуть смертную казнь. Я намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении смертной казни. Это было требование людей на митингах. Его уже поддержала оппозиция. Референдум поделил турецкое общество на 2 лагеря. 25 миллионов сказали «да», почти столько же проголосовали «нет». Я хочу, аби парламент на 100% обирали ми. Я проти влади однієї людини і проти диктаторів. Я думаю, народ должен взорвать избирательные урны выбором «да». Мы знаем, как прежние власти управляли страной и грабили страну и народ. При сегодняшней власти народ в достатке и изобилии. Но наш народ неблагодарный. В сети интернет Эрдогана уже несколько лет в шутку называют султаном. Через 2 года, когда изменения вступят в силу, президент сможет лично выбирать и назначать министров, судей, издавать законы, не согласовывая их с парламентом. Таким образом, Эрдоган будет иметь полномочия султана. По отчету ОБСЕ референдум проходил с большим количеством нарушений. Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что это не повлияет на результаты выборов. Есть такая организация под названием ОБСЕ. Сейчас они готовят собственный доклад. Напишут, как проходило голосование. Прежде всего, знайте свое место. Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите. Мы продолжим идти по своему пути. Изменения в Конституции позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029 года. Должность премьер-министра упразднят. Сейчас в Турции в 4-й раз после попытки государственного переворота летом 2016 года продлили чрезвычайное положение. Лидия Полянская, Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР.